Не все? А там вот, там придут или как, просто я не знаю. Ну хорошо, давайте подождем чуть-чуть еще тогда. А? Начинать? Ну хорошо, значит, давайте начнем. Так, вы получили, да, ксерокопированные странички? Вот давайте мы сейчас подробнее посмотрим. Значит, то, о чем я говорила. Есть у меня еще один листочек, если нужно, а потом, если можно, мне какое-то количество верните. Так. Значит, вот тут, прежде всего, давайте посмотрим, что за слова стоят такие. У нас есть графа визуальные, аудиальные, кинестетические и метакинестетика. Это то, что называется модальности. Модальность – это слово, которое используется не только в музыке, у нас модальные лады, там есть все. Это другое совсем значение. Модальность – это психологическое слово, связанное с… модальность, как бы наклонение или репрезентативные системы. Но, опять же, я постараюсь по возможности, уж там, где не получится, я буду термины какие-то говорить, но, в общем, не в них дело совсем. То есть это те врата, через которые мы получаем информацию. Опять же, я уже говорила сегодня, зрительные, слуховые и кинестетика, тут много всего. С зрительными и слуховыми тут все в порядке, это понятно. Вот кинестетика, я уже называла это слово, давайте посмотрим, что туда входит. Значит, кинестетика от кинесис движения, вообще-то говоря, должно входить то, что связано с движением, но не только. Кинестетику, опять же, с точки зрения терминологии НЛП мы сейчас говорим, попадает все, что связано с ощущениями вообще. Это может быть и ощущения тактильные, то есть прикосновения, это может быть обонятельные, запах и вкусовые ощущения. А вот здесь немножко больше всего дано. Примеры из движения, вес, текстура, то есть из чего это сделано. Там, например, гладкий, шероховатый, температурный параметр, мышечные ощущения, которые никогда нас не обманывают. Мы сейчас посмотрим на самых разных примерах, как это можно использовать. Отдельно болевые ощущения. Это не всегда нужно, но иногда они оказываются эффективными. Вкусовые, запах, и давление. Некоторые еще моменты. Но основные, значит, еще раз, это запах, это вкус и все, что связано с движением. Теперь метакинестетика. Что такое мета? Мета – это по поводу чего-либо. Да? Теория, например, метатеория – это теория теории, метаистория, история истории. То есть в данном случае метакинестетика, если кинестетика – это ощущение, чувство, да, то… Причем, вот обратите внимание, у нас в русском языке немножко это синонимично звучит, но немножко разное. Ощущение и чувство мы иногда путаем. Ощущение холода – это одно, чувство холода, да, это одно. А чувство радости, любви – это другое. Но мы тоже говорим чувство. Из этого происходит путаница. Мы говорим, что музыка – это прежде всего область эмоций. Из-за этого очень много проблем возникает, очень много. Проблем какого рода? Чуть-чуть я сейчас оторвусь, потом вернусь к этому. Проблем оценочных. Раз музыка – это эмоции, а эмоции для нас – это в первую очередь романтические эмоции, по тому, как мы воспитаны, правильно? То музыка, в которой нет этих самых романтических эмоций, продолжительной мелодии, красивых поворотов, то она как бы воспринимается неэмоционально. Вот говорят, Хиндемит, неэмоциональные композиторы, там еще кто-то такой. Это опять область установок. Потому что мы так вот, исходя из того, что у нас эмоции, мы понимаем. Это достаточно типовая ситуация мышления. Исполнители очень часто так говорят, причем далеко не мелкие. Когда у них есть установка, что вот романтическая музыка – это вот эмоции. Для нас эмоции, вот так если подумать, что такое слово эмоции, это вот прежде всего. Но эмоции могут быть самые разные. Поэтому здесь мы должны точно совершенно понять, что первично, что вторично. А первично – это все-таки, естественно, ощущение. Например, если
если, скажем, я испытываю чувство голода, ну, это какие-то биохимические процессы, там соматические проявления, и в качестве метакинестетики что получается? Чувство по поводу чувств. Чувство голода – это чувство чисто физиологическое, да? А метакинестетика у меня какая получается? При этом, когда я испытываю чувство голода. Я рискую об этом говорить сейчас, потому что перед 2 часами это было бы жестоко уже. Я думаю, что вы не настолько еще голодны, но можете вспомнить, что в общем, это негативное ощущение, конечно, да, то есть никому это не нравится. То же самое, как если я выхожу и стою на морозе, то мне холодно. Что такое холодно? В данном случае это чисто физиологическое ощущение, да? Вот. Но это или чувство, в данном случае я говорю как синоним ощущения. Но метакинестетика у меня какая будет от того, что я стою на морозе? Ну, я не буду вот так вот стоять. Ой, да, это невозможное сочетание. То есть чувства по поводу чувств. Еще несколько примеров, чтобы мы все-таки с этим разобрались. Это более точное, причем это вот такое инструментально более точное разделение, чем непонятное слово «эмоция». То есть, конечно, эмоция относится, как понимаете, к метакинестетике. И посмотрим, как она вырастает. И вместе с вами просто вырастим и посмотрим, как это на самом деле, то, что мы сейчас будем делать, это будут такие как бы кирпичики, если хотите, не только на сольфеджио будут работать, это и на музыкальную эстетику, и философию, что угодно. Только философия очень часто и музыкальная эстетика. По вашему практическому опыту вспомните, так и немножко так, мыслью ввысь немножечко. Это здорово все, но как непосредственно все-таки вот эти хорошие идеи связаны с... Этот разрыв, он остается. Мы с вами попробуем посмотреть, как это связано технологически, не забираясь никуда, естественно, в эти области. У нас не та сегодня тематика. Ну вот, например, если я надену еще один свитер, скажем, сюда, совершенно излишне, я уже перестаралась, я уже вижу тепло. Ну, представим себе, что я надела толстый свитер и залезла в этот самый пиджак, и что я делаю? Я вот так попробовала, и мне будет точно совершенно тесно. Я буду себя чувствовать, что мне тесно от того, что... Это какое ощущение? Это чисто кинестетическое ощущение. Посмотрите по списку. Я сейчас просто даю несколько примеров, чтобы мы с вами приспособились к этим терминам. И мне будет дискомфортно, совершенно верно. А вот дискомфортно мне будет, это уже совершенно другое. Это будет... Почему? Это метакинестетика. Вот. А еще хуже, если, представляете себе, вы после лет или там после чего-нибудь приходите, перетряхиваете свой гардероб, любимый костюм, вообще надеваете, он... Думаешь, так, все, еще, надо сказать, нужно на какую-то жесткую диету садиться. И, значит, вот. Такой же момент. То есть я показываю разные примеры связи кинестетики и метакинестетики. То же самое происходит, когда мы слушаем аккорды, или же ритмы, или же лады. То есть изначально у нас не эмоции, эмоции – это конечный результат. Когда кто-то говорит, что вот эта мелодия некрасивая, или же там, то, что у нас литературное определение, там спокойные, какие там еще всякие лирические, психические, эпические, какие угодно, это вот тот самый, та верхушка айсберга, а под ним как раз все эти субмодальности. От того, как они расположены, такова будет и ваша метакинестетика, то есть ваши эмоции. Написано еще через, значит, слэш метафора. Метафора или метафора. Значит, мы можем создавать, каким образом? Мы можем строить, вот, скажем, я играю какой-то аккорд, сейчас мы это все просто сделаем. И мы можем смотреть, какие визуальные у нас там ассоциации, какие аудиальные, какие кинестетические. И из этого всего вырастить метакинестетику и метафору. А можем обратно. Когда начинаете с метафоры, а потом мы ее можем разукрупнять и посмотреть, как это работает. Ну, теперь, я так понимаю, абсолютно все собрались, и можно уже непосредственно приступать. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы возьмем один аккорд. В принципе, можно брать любой. Но, кстати говоря, вот еще интересная такая вещь, которую я не сказала на первой паре, правда, там и тема была другая, а вот здесь, может быть, даже очень хорошо и уместно. Мы, когда занимаемся этими вещами на сольфеджио, с одной стороны, это инструмент, чтобы мы лучше там угадывали аккорды. Вообще все, что связано с сольфеджио, оно выходит на вопрос «как?» и, конечно, вопрос практической отдачи. С другой стороны, это
Само по себе интересно. Но 20 век, музыка 20 века, для этого безумно хорошо приспособлена. Вот кажется, она трудная, а с точки зрения этого материала она идеально приспособлена, потому что более характерные аккорды. Ну что там взять трезвучие? Не очень много мы с него возьмем. Система другая, мышление другое. А вот когда мы смотрим неторцовые аккорды, гораздо более ярко это проявляется. Поэтому, с одной стороны, изучение музыки 20 века – это цель вузовского, скажем, курса сольфеджио, потому что просто-напросто больше нигде она так не изучается. То есть, какие-то кусочки смотрят в училище, но это не целиком. А с другой стороны, получается средство для того, чтобы еще и развивать это правополушарие. Поэтому здесь это… И это вместе создает еще, между прочим, и стимул для изучения. Поэтому мы сейчас возьмем аккорд не классический. А потом я вам покажу, как то же самое можно было бы сделать, например, на септаккордах. Может быть, это будет просто на мастер-классе, чтобы с ребятами, какими-то более привычными вещами заниматься. Так, значит, сейчас мне потребуется ваше активное участие. Я очень вас попрошу отвечать как можно более спонтанно. И это вот то, что с студентами тоже надо первые уроки, как это сказать, пробить. Потому что иногда молчат, думают, что скажут какую-то глупость, там чуть-чуть не поймешь. Вообще глупость хочется говорить, сами понимаете, как каждому. Да? Но иногда вот они должны пройти, и вы тоже, этот барьер, потому что нужно объяснить, что это может быть странно, это может быть парадоксально, может быть просто глупо в общепринятом понимании. Но если вы это говорите, вы для чего-то это говорите. То есть обязательно в этом есть какой-то смысл. Поэтому представьте себе, что мы уже с вами прошли это время. И вы просто уже совершенно спокойно говорите ваши ощущения, самые разные комментарии. И прелесть в том, что когда мы будем понимать, как это происходит, с одной стороны, чуть-чуть по-разному, но в основном очень похоже. Поэтому я вас очень прошу сейчас быть максимально активными для вашего же собственного интереса. Сейчас я попробую пристроить микрофон. Так, нормально, да, будет слышно? Ага, хорошо. Значит, я вам сейчас сыграю аккорд, и мы сейчас сделаем вообще вещь, которую обычно мы не делаем. Вот мы делаем такую раскадровку сейчас, специально немножечко. Возьмем сейчас визуальный параметр и займемся вот такой синестезией по тому, как это написано. Значит, вот такой аккорд, например. Нас сейчас не интересуют никакие там звуки, никакой там бас, не об этом. Вот представьте себе, что у вас есть некоторый такой внутренний экран. Вы на него проецируете вот это звучание. Какой это цвет? Значит, что-то будет очень характерно, что-то будет совсем не характерно. У каждого аккорда по-разному. Например, цветовая гамма. Это может быть конкретный цвет. Это может быть спектр, часть спектра светового. Пожалуйста, что это может быть? Так, желто-зеленый еще. Так, иногда, значит, полезно как? Предположим, не очень понятно как. Давайте поиграемся так. Скажем, огненно-красное, например, от противного, да, понимаете идею? То есть иногда не ясно что, но тогда нужно спросить, а чего нет? А чего нет? Скорее всего нет, да? Значит, какие еще варианты, какие оттенки могут здесь быть? Пастельные. Значит, смотрите, если, что объединяет желтый, коричневый, например, да, было сказано еще? Теплые тона, да. А что объединяет желтый и сиреневый? Хотя сиреневый… Нет, желтый и сиреневый не будет объединять холодные. А вот какой именно? Ведь что-то, когда мы говорим, понимаете, это то, что называется глубинная структура. Ведь вы сказали сиреневый, а не синий интенсивно. Степень интенсивности, вот пастельность, вот это именно, вот это самое, момент такого мягкого цвета. То есть это может быть и сиреневый не в смысле, потому что они совершенно разные цвета, но в них что-то есть общее. Так, хорошо. Дальше. Яркость. Яркость. Да, скорее. Форма. Ну, какие у нас могут быть формы? У нас могут быть геометрические формы, у нас может быть совершенно четкая форма какая-то, вы скажете, а может быть она будет просто вот… Или от обратного. Варианты. Размытые, аморфные, в смысле формы, да? Только вы все время проверяете, что вы это именно видите, а не… Это про другое, да? Ага. Треугольное, зигзагообразное? Нет, скорее, да?
что-то такое мягкое. А дальше у кого что, опять же, получается. Так, расстояние до объекта, что имеется в виду? А вот тут, значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас приручаем для себя этот аккорд, мы с ним фактически устанавливаем контакт. После того, как вы остановите контакт с аккордом, вы никогда его не потеряете, просто это как с человеком, то же самое. Процессы те же самые, какая разница, аккорд это или человек, никаких. Ваши проекции. Кстати говоря, в этом аккорде ничего подобного на самом деле, конечно, не содержится. Это наши проекции, культурные, какие угодно, это можно много-много копать. Не об этом сейчас разговор. Это тоже надо понимать хорошо, что здесь мы просто проецируем свои представления о мире на данное созвучие с учетом каких-то культурных, конечно, скажем, это чисто культурные ассоциации, вообще говоря. Я не думаю, что племя какому-нибудь австралийскому, для них это будет так же гармонично, боюсь, что нет. Вот, конечно, это тоже здесь есть. Значит, и тем не менее, расстояние до объекта – это тоже параметр, который для нас важен, потому что мы живем в пространстве и времени. И эти параметры важны. И наша территория, меченая территория, да, как эти самые котята, которые свою территорию метят, мы делаем то же самое, просто не так явно. Или чужая территория. Значит, в поле видения это близко от вас, это далеко от вас. Насколько? Кто-то может сказать, значит, опять же, у кого-то это может быть совершенно точно, скажет, там 3,5 метра. А кто-то скажет, ну, это что такое? Это разные просто метапрограммы. Слово метапрограммы запомните, мы о них поговорим позже. То есть вы можете сказать точно, можете сказать не точно. Это просто ваш предпочтительный способ мышления, и все. Может и так быть. Ну, скажем так, это может быть очень близко, это может быть не очень близко. Значит, вопрос такой, это ваша территория, вы на ней живете? Нет, я не имею в виду спите и едите, но это, так сказать, среда обитания для вас приемлемая, да, я об этом говорю. Да. А может быть даже очень домашняя. Сравним, да? Ваша среда обитания, хотя может быть вчерашняя погода. Но опять же, вы предпочитаете все-таки дома находиться в это время, вот, как живое существо. Да. Дальше. Контрастность. Контрастность. Насколько контрастен, что здесь имеется в виду? Фигуро-фоновое отношение. Отношение четкости фигуры по отношению к фону. Нечеткие, по-моему, да? А? Нечеткие, да. Очень, пожалуйста, все вслух проговаривайте, и особенно если какие-то будут, вот, знаете, бывает так, что вот все примерно одно сказали, а у кого-то совсем другое мнение. Можно сделать стоп, и мы посмотрим, что и почему. Такое тоже бывает, и можно понять, почему даже. Потому что это, ну, там кое-что другое, чуть позже об этом скажем. Помимо ощущений общих. Так, размер предмета. Большой, маленький, как это сказать, средний, как это... Значит, смотрите, здесь самое интересное. Мы же сейчас делаем такую ментальную картинку. Это не связано, отчасти, конечно, связано, но тут, конечно, понятно, что объем другой. Но это не всегда связано так. Это может быть аккорд маленький, а воспринимается как большой. Это не прямые и не регистровые, не только регистровые параметры. Ну, средние, да, получается где-то, да? Угу. Хорошо. Четкость, ну, мы уже сказали про четкость, что она, да, размытость, потому что здесь они, конечно, будут вместе работать. Глубина аккорда. Опять же, не глубина аккорда, там, а то, что вы представили себе в вашем изображении. Это плоское изображение, это углубленное, так сказать, какое-то объемное, да? Объемное изображение, хорошо. Теперь движение в картинке. Так, метафорически, это мультфильм или это картинка? Ну, мультфильм не в смысле игрушки бегают, а просто там есть движение или же... Слайд или фильм? Статичное. Вот я, собственно, об этом говорю, то есть внутреннее движение. Хотя аккорд, ну, казалось бы, да, один аккорд, он и так не двигается. Тем не менее, если мы сыграем, там, конечно, есть движение. И очень много у нас в аккорде, опять же, нет ничего, еще раз, да? Но у нас... Масса культурных ассоциаций подсознательно лежат, скажем, на том, что он обязательно разрешается, определенно в месте формы находится, масса чего мы знаем, что мы туда буквально помещаем, только мы об этом не думаем, конечно. Здесь в большей степени, конечно, статика такая. А теперь, это наша картинка, это панорама или рамка? Значит, есть ли рамка у этой картины, или это вокруг вас находится? Скорее.
скорее. Значит, аудиальные полезно смотреть тогда, когда вы работаете с аудиторией не музыкальной. Для них это будет актуально и интересно. Мы себе позволим опустить это, потому что мы не будем с вами сейчас разбирать, какая нота выше, какая ниже звучит. Нам это забавно, а кому-то это будет даже очень интересно. Если вы, скажем, вот, я не знаю, где-то есть какие-то предметы, связанные с, ну, может быть, слушанием музыки. Кстати, вот, вы знаете, это из того, что замечательно, например, в американских университетах, я считаю, как идея, конечно, это то, что у них есть такой предмет music appreciation, ну, типа вот восприятие, не оценка музыки, ну, мы скажем так, слушание музыки, точнее было бы так перевести на русский язык, когда вы можете, скажем, вы медики или там, я не знаю, фармацевты, кто угодно, и вы записываетесь на этот предмет, и вам читают в School of Music, профессионалы читают вот этот предмет, в смысле вот учат вас слушать музыку. Такой общий познавательный предмет, и это то, что в наших университетах на немузыкальных факультетах, то есть, ну, просто не музыкантам было бы очень неплохо. Не просто вообще там истории музыки читают, но это не совсем то. На мой взгляд, это предмет, который должен был быть. Ну, ладно, это шаг в сторону. Поэтому аудиальные, вот они, там, длительность, тембр, это все актуально, но не в первую очередь для нас. Здесь, знаете, какой параметр иногда может понадобиться нам? Это параметр гулкость или глухость. Вот этот параметр мы редко используем, а он иногда бывает важный. Скажем, вот такой. Он звенит, скажем, аккорд. Или наоборот, более глухой. Или вот хороший пример. Такой звенящий аккорд и сразу же глухой. Кстати говоря, на уровне музыкальной школы этот параметр где? Это параметр разных септим всего лишь. Вот, поэтому возьмем кинестетику, сейчас посмотрим, что здесь. Движение. Значит, что имеется в виду здесь? Не просто движение внутри картинки, сейчас мы должны смотреть не то, что вот мы сейчас глазами видим, да, направленность движения. То, о чем я вот здесь говорила, когда на первой паре, когда, скажем, он не слышит этого баса, но если он почувствует, что он вот такой в разрыв идет, он запомнит его как терц-кварт-аккорд. И это, кстати, практически везде. Или наоборот, то, что мы всегда с тритонами делаем внутрь, вовне, вот то же самое движение может быть вверх-вниз, внутрь-вовне здесь. Что здесь? А может быть, он вообще не специфичен. То, о чем я сказала, что может быть какой-то параметр, который для него не специфичен, не критический параметр. Например, если взять такой аккорд, вот это специфично, он вниз утягивает. Если мы берем, опять же, классический пример, он, конечно, падающий аккорд. И эти вещи, конечно, теоретически ученики знают, что аккорд на секунде построен, поэтому и секунда разрешается вниз, но они это знают, им надо почувствовать. Еще один штрих, и они это почувствуют. Это, опять же, параллель. К тому, что это совершенно одна и та же методика, вот о чем я хочу сказать. Просто мы начинаем с более ярких аккордов, не классических. Вес. Помните, такая для дошколят обычная загадка, что тяжелее, да, килограмм пуха или килограмм соли, да? Так вот, это что? Наверное, килограмм пух скорее, да. Вот, то есть вес, он в большей степени объемный, чем тяжелый. И причем я могу и внизу сыграть. Смотрите, в той же динамике, в том же регистре я сыграю, например, такой. Другой вес. Я стараюсь тихо сыграть, я уж не говорю о том, что я еще изменю динамику. Они, конечно, будут меняться от регистра, но не настолько, чтобы они абсолютно изменились форму. Изменения, конечно, будут. Вопрос, я просто предвижу ваш вопрос. Конечно, есть изменения, но, опять же, это ведь вопрос дидактики. Мы сначала учим опознавать самое-самое, а потом, конечно, в вариантах, естественно. Если мы не научим эталонам, то мы не сможем ни на что ориентироваться. Текстура. Из
чего сделано? Стекло, металл, это самое дерево, кошечка мягкая, я говорю, не из чего сделано, в смысле, а как это все? Шубку погладить, я не знаю, что это такое. А? Воздух, вода, да, тоже хорошая ассоциация. Как? А, уже все сказали, да? На самом деле, они действительно, конечно, системно действуют. Мы сейчас посмотрим, почему так настраивается. Хорошо. Кстати, раз мы говорили про пух, то температура уже там тоже заложена. Что здесь с температурой? Поиграемся давайте. Давайте опять же вернемся к этому аккорду. Температура. Либо жарко, либо минус сколько вчера было? Во всяком колючая, да, температура. Да, совершенно верно, крайняя, да, то есть в большей степени дискомфортный край. Да, здесь скорее тепло, приятно. Иногда говорят, что это такая вот комнатная, иногда теплее. Это нюансы. Это абсолютно нюансы. Почему? Ведь и нам-то по-разному, скажем, кто-то в комнате любит, чтобы было тепло, а кто-то так, 18 градусов, ему хорошо. Мы все разные. Вот. Дальше. Мышечные ощущения. Потрясающий параметр с точки зрения того, что дает для ощущения. Они не врут. Это как этот коленочный тест, знаете, да? Удерживай коленку, не удерживай, силой воли, я вот сейчас этот тест молоточком, вот, все равно есть, это рефлекс. И в этом смысле, раз это есть, как безусловный рефлекс, его, конечно, можно пристроить к делу. Каким образом? Какие у нас мышечные реакции бывают? У нас расслабленные реакции, что еще? Сжатая, да, так. Еще какие? А? Да, только я бы хотела именно ближе вот к мышечному. Возбуждение – это очень сложная реакция, да? Ну да, растяжение, да. Но мы не будем так глубоко углубляться, значит, давайте посмотрим. У нас есть расслабление, когда мышечное расслабление, у нас есть тонус, когда мы в тонусе, да, а детки, между прочим, могут, и почему что сделаем? Мы это знаем, и мы можем еще и зафиксировать. Покажите там расслабленность, покажите тонус, потому что вот в тонусе, когда лев, который готовится к прыжку, ну, то, в общем, с одной стороны напряжение, но это не усталое напряжение, да, это разное. Вот, есть зажатость, есть скованность, вот когда вы замерзли, окоченело состояние. И какие-то еще, возьмите 4-5 вам хватит на все на свете. Здесь самых типичных, потому что нюансы, они могут уже быть, то есть не берите слишком сложно, те, которые совершенно очевидные вещи. Что здесь? Да, здесь причем приятное такое расслабление, это не потому, что вы там без сил падаете после работы, это другое немножко состояние. Посмотрите, вот если мы возьмем, опять же, тот же пример, это у нас что с мышцами происходит мгновенно? Наверное, напряжение. Значит, если вы с детьми работаете с этим аккордом, опять же, не обязательно лезть в 20 век. А 20 век будет точно так же работать, просто будет другой аккорд. Понимаете, тут трудностей-то нету на самом деле. Я, конечно, чуть-чуть преувеличиваю, она есть, потому что там какие-то новые модели, вот, но по сути дела нет. И дальше система обучения, как они на это реагируют. А дальше что возникает? Обратная связь. Вы им играете, а они тут же уже отреагировали. То есть это обучение психики. Если только ученик на это реагирует именно так. Вот здесь чего не должно быть, я сразу скажу, я думаю, что это понятно, но все-таки я говорю. Вот когда вы работаете, в принципе, видите, получается примерно одно и то же. Но, во-первых, не всегда. Иногда есть на отдельные аккорды особая реакция. Мы сейчас до конца дойдем, я покажу. И тогда, конечно, нужно учитывать реакцию конкретного ученика или студента. Потому что у него на этот аккорд может быть реакция от того, что у других другая, это никого не касается. Ему это связывает. Поэтому здесь очень индивидуальный подход. Не в таком варианте. Так, детки быстренько взяли карандаши, ну-ка записали. Так, это вот такое, 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 такое. Все. Этой методики просто нет, потому что ее никак нельзя формализовать. И в данном случае вы спрашиваете, они говорят, а потом, то есть вы не навязываете. Если не совсем понятно, возьмите по контрасту, вот как мы взяли, да, потому что иногда аккорд будет, ну, неясный. Или им не будет ясно. Есть ученики, которые привыкли всю жизнь, например, вот абсолютники особенно, они привыкли считать аккорды. И для них вот эта процедура, слава богу, их немного,
Вот. Кстати говоря, это упрощает дело. Для них эта процедура тяжелая, потому что это не слуховая деятельность, это мозговые процессы. Надо переключиться, надо подстроить полушария. Не все могут переключиться, особенно жестко ориентированные левополушарные дети, вот такого математического мышления, делают это с большим трудом. Но им-то в первую очередь это и надо, потому что это уже психотерапия. Потому что перекачка левого полушария – это очень серьезная опасность. Это шизофрения со всеми вытекающими. Ген шизофрении есть абсолютно у каждого из нас. А вот что дальше из него будет, от нас с вами зависит в большой степени. Опять же, я, естественно, огрубляю проблему, никоим образом не собираюсь вдаваться в клиническую психотерапию, потому что это не моя специальность. Но это общие процессы просто, мы говорим только об этом. От этого, кстати говоря, и психокоррекционные возможности такого рода слушания тоже существуют. Вернемся. Итак, это расслабление, да? Болевые ощущения на нуле практически, раз мы уже все такое сказали. Но какие они могут быть, тем не менее, опять же, вот болевых ощущений лучше не очень сильно касаться вообще, потому что если вы особенно раскрутили вот это вот, мы же сейчас с вами чем занимаемся? Мы уже взвели правое полушарие, пока вот мы уже сейчас все представили, почувствовали, мы все в сенсорике, и мы очень сейчас чувствительны. И вот на этой стадии, если сейчас я вам буду рассказывать, какие типы там зубная боль, там, все, я постараюсь удержаться, потому что у кого-то может что-то среагировать. Но тем не менее, какие-то боли, тип боли ноющие, какая-то колющая, постарайтесь так дистанцированно только вспомнить, как это бывает. Ну и какие-то еще примеры, тупая, там, я не знаю, острая, вот, в зависимости, опять же, от собственных ощущений. Потому что где-то они такие будут, например, здесь, вот этой концепции. Почему там голова у кого-то начинает болеть от этого аккорда? Потому что там есть этот параметр, там есть от чего болеть. Адаптивные возможности, что мы к нему приспосабливаемся, и это уходит. Но вообще-то в нем есть это просто. Какой тип болевых ощущений здесь возникает? Острый. Первое слово «острое», а дальше уже в зависимости от богатого опыта. Вот. А здесь их практически и нету. Просто нету их. Запах. Нет, вкус мы пропустили еще. Вкус. Параметр вкуса и запаха. С цветом у нас как-то лучше обстоит дело, потому что... Хотя вообще плохо совсем, потому что у нас ведь как? Казалось бы, опять мы возвращаемся к нашей культурной, социальной среде. Потому что, опять же, мы делаем проекции. В цветовом плане мы были воспитаны каким образом? Самый лучший цвет серый. Меньше стирать, во-первых. Во-вторых, чаще можно купить было серый цвет. Ну, просто вспоминайте, вот, сказать, даже вот и по фильмам, и по всему. Цветовая гамма у нас изменилась совсем недавно. И с появлением рекламы, всяких проспектов, этих каталогов, где есть что? Обозначение оттенков цветов. У нас же никогда оттенков не было. То есть там розовый, понятно, что у розового там еще штук 10 оттенков, да и каждый имеет свое название. Это не в нашей культуре. Там цвета старой розы, там цикламен, еще что-то такое. Это же еще и привить надо, потому что там цикламена живем не на картинке, еще и увидеть и так далее. То есть в нашей культуре этого недостаточно. Скажем, в европейских университетах иначе там цветовые тесты просто. Ты должен определить обязательно, чтобы там сдать определенный тест там, на квалификацию, там такое-то количество оттенков с названием цвета, понимаете? Совершенно другое отношение к сенсорике в качестве программного требования. У нас этого нет. И почему, опять же, я сказала, не было. Если мы захотим все эти оттенки иметь, так что будет? Сейчас чуть-чуть сдвигается, но это цвет. А вот со вкусом и запахом еще хуже. Со вкусом уже немножко лучше. Уже кроме докторской колбасы что-то, значит, еще за последние годы появилось. Но, опять же, культура вкусовая, это, во-первых, это даже, я бы сказала, не европейская традиция. Все-таки это такая более восточная, все вот эти пряности, смеси, это для нас не очень характерно, даже думаю, что для национальной кухни это как-то не очень. А у нас такие ясные вкусы, мне кажется, в большей степени. А? Да, в большей степени более ясный такой чистый вкус скорее, да. То есть это опять же связано даже, вы понимаете, как связано с кулинарией тоже, например, с особенностями. Это очень интересный процесс. А где-то это будет гораздо более тонко, то есть опыт будет другой. Ну попробуем все-таки. Значит, у нас есть опять же основные там сладкие, горькие, кислые, соленые, что там еще пресный, какой там
Горелый это будет в большей степени запах, жженый там, ну, какие-то такие вкусовые параметры, а там смеси, естественно, какие-то. Или конкретика. Где это будет? Сладковатый, пресный, так сказать, или какой-то атый. Она такая расслабляющая, опять же, ведь в слове «мятный». И понимаете, что получается? Получается, что мы всегда говорим, имея в виду какую-то глубинную структуру. Я сейчас закончу, и мы к этой фразе вернемся, а если я вдруг не вернусь, вы меня обязательно заставите вернуться, скажете: а вот вы сказали, и не рассказали. Потому что это нужно понимать очень четко. Именно что такое глубинная структура. Это, вообще говоря, термин «глубинная структура» слова. Потому что то, что мы говорим, мы имеем там, вот это структура айсберга. Мы сказали, а под водой все остальное, что мы имеем в виду под этим словом. Только мы об этом не думаем. А когда подумаем, оказывается, что это очень полезно для многих вещей. Хорошо, пресный. Запах. Ну, запахами еще хуже, как вы понимаете. Опять же, по всем тем же причинам. И по климатическому, кстати говоря, тоже. Я думаю, что в южных республиках, наверное, там немножко богаче. Там больше всего цветет и дольше цветет. А у нас, ну что, у нас 6 месяцев зима, у вас тоже, в общем, немало. Тоже 8. Поэтому здесь как-то не очень с этим делом. И климатически, и опять же, конечно, с точки зрения культурного. Тут есть, так, лучше сказать, культурально, но так по-русски не очень говорят. Ну, а с другой стороны, слово «культурный» у нас другие ассоциации, это культурный и бескультурный. Я имею в виду именно с точки зрения принадлежности культуры, поэтому я, позвольте, я буду говорить «культуральный». Cultural, такой точный перевод все-таки. То есть не в нашей традиции. Ну и все-таки запах, значит, что может быть какой-то, ну, цветочный, там, луговой какой-то, да? Может быть, конкретный запах, да? Может быть, химический запах. Какие еще запахи? Вот такие из классов запахов могут быть. Морской какой-то, да? Какой? Пряный, может быть, да, еще какой? Из вашего опыта еще какого? Ну, вот посмотрим, что здесь. Как? Свежая вода, так. Свежести, так. Легкий весенний, да. И то, и другое. Даже в слове «весенний» уже в глубинной структуре есть то, что весна – это свежесть. Именно поэтому весенний появляется на языке. Вот эта нейролингвистика, она и есть. Давление. То есть он сам по себе не вдавливается. Ну, мы отчасти уже о весе говорили. Как вы уже поняли, конечно, здесь есть системная субмодальность. Значит, модальности вы поняли, визуальные, аудиальные, кинестетические, а суб – это то, о чем мы сейчас и говорим, то есть подмодальности. Да? Так вот, системные, конечно, есть. А вот теперь давайте посмотрим. Вот мы получили все это хозяйство. Значит, пастельные тона, давайте повторим, не очень, так сказать, большая яркость, такая округлая форма, близкое расстояние до объекта, такой одомашненный в том смысле, что это видимый и территория пригодная для жизни, скажем так, в этом плане. А у кого-то это может быть просто территория жизни, это не важно, какая-то квартирная, так сказать, или домашняя. Не очень большой контраст, средний размер, статичный, достаточно, так сказать, такой теплая температура, расслабленные мышцы, такой пресный вкус. Обратите внимание, они все одинаковые параметры. А совершенно автоматически из этого получается метакинестетика. Какая? Вот когда все это мы ощущаем на уровне физиологии, расслабленность, теплоту, там, комфорт, все такое. Что это такое с точки зрения вот, эмоций? Если, опять же, эмоции, вот, я не хочу говорить слово эмоции, уже сказала, потому что мы очень сильно завязываем это слово в глубинной структуре слова. Эмоции – это значит эмоции 19 века, это вот это вот. Не всегда так, просто вот метакинестетика. Какая? Спокойствие, да? Что еще? Умиротворение, да, что еще? Как? Громче, пожалуйста, только. Комфорт, да. Благодушие, безусловно, это метакинестетика, потому что когда тепло, все в порядке, приятное, свежее дуновение, конечно, благодушие, что же может быть еще? Вот. Редко бывает обратно, потому что человек все-таки в основном устроен так, что одна из важнейших функций для него – это безопасность. Конечно. Безопасность и комфорт. Вот. Из этого возникает очень много чего другого. Если мы посмотрим, что это за аккорд, вообще говоря, с чем он сделан, то это просто пентатоника. Отсюда понятно, как действует пентатоника.
Отсюда понятно, почему она такая медитативная система, музыкальная, я имею в виду, что в медитации это много используется, и более того, это еще здесь в глубинной структуре связано там, с какой-то китайской там, медитативностью или же там, с чайной церемонией, и много-много культурных связей. Это мы посмотрели только чисто, ну, не совсем только физиологически, но в большой степени. Вот. А из этого складывается метафора. А на это мы можем наложить еще культурные, уже более узкие соображения, ну как узкие, связанные с нашим образованием. Например, если это пентатоника, и если человек вообще знает, что такое пентатоника, знает, где она используется, если он когда-то вообще смотрел телевизор или видел видеоряд какой-то, то есть есть опыт музыки к видеоряду, то она и будет связана. То есть здесь может быть и... Там же и костюмы будут, ведь, и там ландшафт уже появится, понимаете? И это целостная структура из одного аккорда, вырастающая. Поэтому из него это тоже и получается. И это наше ощущение. А на самом деле он достаточно, посмотрите на него, сам по себе он, между прочим, ничего не мягкий. У него кварты в структуре и кварт-секстаккорд, который тоже не самый. Тут куча кварт на самом деле. Но мы это так воспринимаем все. Мы можем увеличить громкость, между прочим, мы можем немножко поиграть, ну почти, ну чуть поярче, чуть поближе будет. Но все равно. Теперь, дальше. Представим себе, что вот мы так посмотрели лад. Кстати говоря, так полезно проходить пентатонику. Почему? Потому что пентатоника ведь проходится, на мой взгляд, совершенно, если можно так сказать, метафорически, совершенно шовинистически. Почему? Говорится, что пентатоника – это что? Это диатоника, только взяли ножницы, и из нее убрали самое полезное в диатонике, осталось все, что осталось вам в пентатонике. Ну, то есть, опять же, как сказать, у ученика впечатление такое, что это объединенная система, потому что у него вытащили водные тоны, и вообще лишили ее тональности, и что-то такое что-то ненормальное какая-то, 5 всего ступеней. То есть формальный признак там, конечно, да, у него действительно нет тритона, от этого, между прочим, благодушие, естественно, проистекает. Но остается-то в памяти, что это не что-то отдельное, что-то целостное и очень интересное, потому что здесь, если посмотреть, вот я играю в пентатонике, аккорды меняются, все, я играю на педали, с одной стороны, абсолютно чисто, переливающееся это ощущение. Они же даже этого не могут слышать, потому что они... Ну и что здесь можно услышать? Дурь только получается. Впечатление, что дурацкая мелодия. Вот это плохо, потому что ведь она богатая система. Показать, как она раскладывается в гармонии, как она воздействует на вот восприятие, показать просто ее красоту. Вот до этого почему-то не доходит, потому что если мы вырежем и сделаем из нее гамму, получается по отношению к любимому тритону чего-то не хватает. Тоже момент методически очень важный, потому что иначе все время мы будем сравнивать с мажором минором, и все будет плохо, потому что в мажоре миноре действительно все очень хорошо сбалансировано, но для другого. В нем, между прочим, не помедитируешь. Он предсказуем до невозможности. А здесь как раз в этом и прелесть, что все предсказуемо, все в статике. С другой стороны, время течет иначе. Тут время течет как? Только вперед. Только вперед. Потому что мы во времени-то тоже существуем. И мы немножко вот об этом сказали, что здесь статика. Что здесь с ощущением времени в этом аккорде? Тут этого не написано, потому что это, так сказать, просто параметр времени и пространства. Пространство чуть-чуть мы сказали. Что со временем? Это прошлое, это настоящее. Что это еще может быть? Это вечность, бесконечность, конечно. Либо оно остановившееся, а может быть оно длящееся, да, растворение. То есть для нас непонятно, что такое время вообще, мы не можем понять, никогда не поймем. Это такая загадка, которая, мы не можем это себе представить. Но мы можем представить себе, как, наверное, может быть, что такое остановленное время. Для нас чистая метафора, конечно. А больше вот от нас и не требуется. Главное, чтобы мы это почувствовали. Наверное, да. Может быть, остановленное время, если я сыграю такой вот, например, аккорд. Может быть, оно не длящееся, оно может быть остановленное. Это немножко другое. Чувствуете? А аккорд-то, в общем, почти что мажорное трезвучие. Вот.
То есть эти вещи, которые для нас совершенно естественны, потому что мы не можем жить вне пространства и вне времени, мы не ориентируемся. И мы не ориентируемся, если мы зрительно, аудиально, значит, кинестетически что-то не считываем информацию. То же самое в музыке мы ориентируемся точно так же, каждый из вас. Обратите внимание, у всех прорезался цветной слух и прочие вещи. То есть синестезия – это не область какая-то удивительно талантливых людей, хотя процент синестезии и процент талантливых решений, они связаны. Талантливые люди практически все так или иначе синестезией обладают. Но тут важно что мы все этим обладаем, это надо просто вытащить на поверхность. И ученики наши, естественно, тоже. И в большей степени, может быть, даже они где-то будут более естественными, меньше скованными какими-то правилами формальными. Да, бывает так, знаете, что ученик заканчивает какое-нибудь столичное училище на красный диплом, поступает в консерваторию, хорошо поступает. Иногда это самые трудные студенты, потому что они настолько вот уже все печати поставлены, это так, и, в общем, им чуть-чуть вбок труднее. Я просто, когда вот на уровне консерваторского курса, у нас сейчас очень много студентов приезжает из других городов и очень хороших ребят. То есть они иногда где-то хуже подготовлены, где-то так же, то есть какие-то различия есть, но вот этот момент бывает, они более свободны. Они более свободны. И это может быть один из самых ценных моментов. Поэтому не бойтесь, скажем, что в ваших группах, например, ученики, мягко говоря, не идеально слышат. Они везде не идеально слышат, но плохо слышащие. Все музыкальные школы полны детьми, которые слышат средним образом. 2-3 человека в группе уже спасибо. Никто ничего другого никогда не придумал, кроме специализированных школ, где тоже свой отбор тут же возникает. Точно так же 2-3 человека на этом уровне будут приличны, остальные все равно будут на этом уровне, все равно это будет, конечно, средние. Но они все также абсолютно на любом уровне это будут воспринимать. Дальше. Вот мы это с вами сделали в этом аккорде, посмотрели характеристики лада. Дальше мы можем уже двигаться, скажем, вписывая его, конечно, в стилевой контекст. Это не всегда нужно, скажем, для целей какого-то школьного сольфеджио в музыкальной школе, в начальных курсах училища. Это, может быть, и не обязательно. А на вузовском, конечно, полезно, потому что у них уже есть багаж, им уже есть чем сравнивать. То есть они уже могут сравнивать это с импрессионистическим. И вот, понимаете, возникает тогда вот нормальная связка между историей музыки, скажем, и сольфеджио. Нормальная, естественная, потому что они смогут наконец понять, а почему это вот эти определения, которые в конспекте у них написано, лирический, психологический, там еще какой-то там драматический, это не просто вот выдуманные слова, а они просто вот отсюда возникают. То есть мы таким образом понимаем, как же заполняется разрыв между описанием музыки и звуками. Заполняется вот этим самым нашим ощущением. То есть, если хотите, это просто инструментарий. Теперь, соответственно, да, глубинная структура. Чуть не напомнили. Да, я еще раз хочу сказать. Значит, глубинная структура существует абсолютно везде. И то, что мы с вами свели эту метафору, и то, что они системно работают, связано именно с этим. Она существует не только в аккордах, она существует в любом слове. И это тоже полезно знать. Чисто методически. Я думаю, что мы посмотрим, у нас будет там какая-то из тем, связанная с диктантом. Это не значит, что мы будем весь урок писать диктант. Мы даже, скорее всего, этого не будем делать, потому что это просто форма работы. И там посмотрим это, как это будет на учениках. Вот тут я хотела, чтобы их здесь не было. Их здесь нет. Маленьких тут нет, так понимаю, да? То есть они могут быть, но просто не хотела бы чистого эксперимента, чтобы это не слышно. Давайте представим себе, может быть, на другом слове, но похожие вещи. Из вашего собственного опыта другое слово. Например, слово «экзамен». Вот мы его тоже воспринимаем, конечно, субмодально. Потому что на этом слове у нас масса всего лежит. Я задам несколько вопросов тоже по этому тесту. Цвет, как написано это слово «экзамен». Шрифт какой? Величина шрифта, цвет, вот эти параметры. А? Крупный, жирный цвет. Хорошо, расстояние до объекта.
Где эти буквы перед вами находятся? Где вы их читаете? Да, уровень, например. Выше, ниже, насколько, близко, ближе, дальше. Выше глаз. Выше глаз. Значимый момент, понимаете? На вас... Да. Температурный параметр слова. Экзамен. Там даже слово такое немножко шипящее, да. Экзамен, сочетающийся, знаете, какое слово хорошее тестовое для исполнителей? Зал. Там еще температура такая, бодрящая обычно. Вот. Что еще? Давайте посмотрим. Форма слова. Угловатый, по крайней мере, вот это киски тут точно нету, да? Да, я боюсь затрагивать вопрос болевых ощущений и так далее. Я, конечно, пример привожу, да? То есть, если мы возьмем такие слова значимые для нас, вообще любое слово дает нам глубинную структуру, но некоторые особенно. Если мы это, кстати говоря, даже экстракция вот этих качеств со слова с учениками вместе, мы уже говорили про мышку сегодня, да? Что нам даст? Когда они вместе все эти параметры вытащат, скажите, чисто психотерапевтически, что это даст? Вот когда они вдруг обнаружат, что у них это вот все одинаковых, там черный шрифт и так далее, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, они обнаружат, что они все одинаково, как минимум, это воспринимают, потому что каждый считает, что у него уникальный страх перед чем-то, или же он именно уникально неудачлив, когда все вместе, то ничего. Во-вторых, они точно самое, как мышкины усики, там, ножки, хвостик. Они разбирают, что это такое за слово. Это снятие, конечно, тоже, конечно. У страха глаза велики, то называется совершенно точно, потому что все гипертрофировано. Вот мы это снимаем, мы рассматриваем как бы детальки с этого. А второе, что это нам может дать, раз мы эти ощущения имеем, то представьте себе, вот сделаем такую маленькую штучку. Вот у вас там черный, да, был цвет? Здесь. Представьте себе, что вы поменяли шрифт. Сделаем такой шрифт более округлый какой-нибудь и поменяли цвет. Это может быть разноцветные буквы. Они могут рассыпную быть, не знаете, такой строгий, типографский, типа газеты «Правда», да, вот. А что-нибудь такие, какие-нибудь корявые буквы цветные, представьте себе, что они, может, даже заваливаются. Они могут двигаться. Кстати, я не говорила о статике, абсолютно статичное такое. Представьте себе, что они еще и шевелятся. Вот. Потом вы можете подергать их, они могут пониже спуститься, выше, вы можете поменять их местоположение, поиграйтесь. Вы это буквально можете увидеть сейчас. Там температурка меняется в это время, между прочим. Ощущения совершенно другие. О чем я говорю? Я говорю о том, что это очень простое и очень мощное средство для переякорения. То есть у нас на каких-то словах стоят так называемые якоря, которые там стоят, которых мы можем просто даже не знать. И эти якоря действуют на индивидуальное восприятие, в частности, аккордов тоже, и слов тоже, конечно. Пару примеров. Одно совершенно не музыкальное, а второе, просто опять же показав, как это работает, а второе совершенно музыкальное к вопросу о том, что может быть другая реакция. Мы говорили, да, что все одинаково, а вдруг у кого-то по-другому, значит, там что-то лежит. Ну, сначала давайте какое-нибудь слово возьмем, чтобы было яснее. Якоря посмотреть. Ну, например, слово Соединенные Штаты Америки. Вот, США, Америка. А лучше Америка просто. США такое формальное понятие, это Америка. Так, что там у нас есть в Америке? Ряд. Какой ряд у вас возникает? Первое, что? Так, статуя свободы, раз, дальше. Много звездочек еще, то есть он такой. Улыбки, чиз, да. Что еще? Что? Не слышу. Гамбургер, так. А гамбургер, значит, еще и ноги на стол, да? Правильно? Что еще? Джинсы, точно, да, это самое. Что... Много денег. Много денег, да. Вот все это. Что еще? Доллар, да, еще. Огни, реклама, еще. Асфальт. Ага, еще. Что? Чистота еще. Много машин, да. Значит, это наш образ Америки. Это вообще к Америке не имеет никакого отношения, да? Но мы это представляем себе, и все представляют одинаково, совершенно верно. Вы еще одну вещь не сказали, эти самые
что очень много высоких домов, да? Небоскребы, небоскребы, небоскребы. Да. И это стандартный образ Америки. А теперь смотрите, субмодальности какие получаются. Там есть деньги, там есть, значит, вот такой вот немножко стиль, как бы так помягче сказать, как мы понимаем, да? То есть это абсолютное клише в нашем понимании, так же как образ Испании, вы сразу мне скажете такие же вещи. То, что к Испании имеет отношение, ну, косвенное, а к Америке никакого, между прочим, все, что вы сказали. Абсолютно причем. Вот это совершенно поразительно, это то, что бьет наших людей, которые именно с этим едут в Америку. Они попадают в шоковое состояние. Это на обратной связи, когда, если будет интересно, я немножко расскажу, имею в виду там музыкальное какое-то образование. Вот. Но здесь то есть у нас есть глубинные структуры, нас приучили так думать об Америке в большой степени. Сейчас немножко другая какая-то тенденция, я думаю, будет, и Путин, по-моему, как собирается этим заниматься, и давно пора, потому что опасная тенденция такая антиамериканская, и у студентов очень много антиамериканских черт, там много хорошего, хотя, конечно, многие, так сказать, в принципе, бардашная страна, конечно, в большей степени, чем наша. Это все кажется, что там все правильно. Вот. Но это наш образ Америки, у них другой образ. У них будет наверняка образ клумбочки, цветущие сакуры в Вашингтоне, там будет американский флажочек вот такой воткнутый. У них другие вещи, но это для нас непонятно. У нас вот эти вот Макдональдсы и все эти вещи, у нас они тоже есть. Понимаете, и это глубинная структура слова «Америка». Итак, посмотрите какие-то еще вещи. То есть они есть. И субмодально, вот если посмотреть здесь, скажем, какие-то аудиальные можно взять. А что это аудиально будет? Какая громкость, например, на слове «Америка» будет? Понимаете, какое движение там будет? Вот. Например, скорее всего, мы представляем себе, что там вот так челночное движение, как это вот тараканы в банке. То есть это, опять же, от чего мы это решили? Почему мы это решили? Ну, так сформировалось в нашем понимании. Там вообще все обратное. Но мы все равно в это не поверим, что там все обратное, потому что это наша глубинная структура. И это якоря, которые действуют абсолютно на все. Почему мы так дико раздражаемся очень часто, когда используют там американизм в языке? Потому что вот задевает не то, что слово там какое-то не то сказали, а то, что вот включается как бы иная структура. Это очень связанные вещи. Не против слов протестуют, и не против там чего-то другого, а против как бы иной культуры в нашем понимании иной. Может, это вообще не так. Теперь, как это в аккорде? Вот возьмем пример. Вот аккорд. Вот на уровне изучения там, в училище, в школе. В школе вы будете вот так учить, в училище так, разницы-то никакой. Кстати, я постараюсь показать, может быть, если будет группа подходящая, как это все-таки работает сразу, например, в широком расположении. Это проблема в широком расположении. Всегда плыть начинает звук, да, когда переходишь с трехголосия на четырехголосие в училище. Обычная проблема. Ну так вот, если мы так снимаем субмодальности, да, там получается мышечное состояние какое, скорее всего? Сейчас все не возьмем, большее напряжение, а здесь скорее большая усталость, да? Большая усталость. Что еще? Вкус? Кисло-горький, горьковатый, да, во всяком случае, вряд ли сладко-пресный, как у нас было, да? А какие-то еще параметры. Это цветовая гамма какая? А? Да, скажем, не очень светлая, да. Светлее много, да, аккорд и так далее. Вот, предположим, вы это все получили. И это стандартная реакция, исходя из наших представлений в том, как это звучит в музыке, в той же музыке XIX века, например, да? Потому что мы его, в общем, обычно, ведь это от чего реакция? Мы, когда вписываем в аккорд второй ступени, хотим мы, не хотим, мы его куда-то вписываем. Мы можем обучать этой структуре, мы можем не обучать, но мы это слышим, берем это из практики. И вот я говорю пример, который очень ярко иллюстрирует якорь. Якорь будет работать поперек ваших субмодальностей, если у вас там стоит. Девочка светлеет, говорит, совершенно потрясающее ощущение, радостное, вообще ярчайшее. Все на нее так смотрят вообще. Что, почему? Что, почему, как? Он вообще этого не дает, но у нее личный стоит якорь, я говорю, этот пример в книжке я приводила, потому что, яркий пример такой. Именно с этим аккордом. Девочка в детстве пела, студентка консерваторская, а у нее в детстве, был такой опыт, она пела в хоре Большого театра, в смысле в детской группе,
И Ля Скала приехал на гастроли, и детей там для какой-то массовки, значит, задействовали, по-моему, Турандот, что ли, так сказать. Она говорит, я говорит, просто помню под этот аккорд, там тенор выходит, и я стою за кулисами, там, и я совершенно в таком состоянии, я вот слушаю. То есть у нее поставлен якорь на этот аккорд, на это ощущение. Это абсолютно то же самое, когда мы можем представить себе, вот мы говорим, когда мы связаны что-то с темнотой, для нас это, скорее всего, негативные эмоции. Ну, обычная связка, когда темно, светло, радостно, да, темно, это могут быть эмоции или тусклые, или какие-то негативные, опять же, связь с цветом. Но, опять же, это будет не всегда. Где-то будет личный якорь стоять, когда у вас, так сказать, там, я не знаю, при свечах какой-то приятный ужин, и это будет очень приятное воспоминание, значимое для вас, например, или совершенно обратное. То есть это якоря очень сильно влияют на восприятие аккорда. Значит, мы, с одной стороны, должны это учитывать. То есть если вы получаете такой противоположный, ярко противоположный, когда средний, так сказать, ну там просто могут быть нюансы, а вот тут будет ярко противоположный. Иногда полезно посмотреть, почему. Иногда можно получить очень интересные объяснения, почему ребенок или студент, он так слышит, воспринимает. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы можем сами их поставить, эти якоря, для учебной цели. Сделать эти самые связки. Потому что, когда мы с вами посмотрели этот аккорд, мы его уже сейчас абсолютно целиком и быстро, так вот, прямо на картинку посмотрите вот на эту самую, вы тут же все это и почувствовали, увидели, и вдохнули, и лизнули, что угодно. Он для вас уже со всех сторон абсолютно сенсорно знакомый. Осталось дать ему имя и все. А дальше обычная сольфеджиновая работа, закрепление этих связей. И считайте, что с ним будет все в порядке. То же самое, когда вы это делаете с септаккордами, но я сейчас говорить не буду, потому что посмотрим на мастер-классе на какой-то группе, которая, значит, будет. Вот. Это что касается, значит, извлечения субмодальности. Таким образом, значит, можно проходить не только аккорды 20 века, но и в большой степени септаккорды все. Вы поняли, это точно так же действует. И, конечно, интервалы. Чуть меньше там возможностей, просто два звука, это и есть два звука, но все равно те же параметры. На самом деле мы это ведь делаем все. Нельзя сказать, что мы этого не делаем. Конечно, интуитивно педагоги чувствуют это и стараются дать какие-то характеристики, просто это можно сделать более системно. А то же самое, и тогда, конечно, вместо того, чтобы нудно пропевать по ступени, ага, опять, это что такое? Это аналитический способ, абсолютно левополушарный. Да? Это, в общем, и неэффективный, потому что мгновенной реакции опознания не происходит. Это, ну, как сказать, ну, наверное, так, вот если скрипач играет на скрипке, представьте себе, что для того, чтобы он там на струне ля взял ноту ре в первой позиции, он каждый раз должен отсчитывать, он ничего не сыграет. То же самое ощущение должно быть. Вот. И интервалы проходятся точно так же. Попробуйте со своими детьми посмотреть, например, вот интервалы. Помимо того, что никто не отменял другие способы запоминания, как я уже сказала, те же запоминания по мелодиям. Например, если тритон, кто-то мне... Где же это было-то, боже мой? Недавно совсем мы говорили, что мне сказали, что Дагот Ягод запоминал все, но вот на тритон нам в музыкальной школе песен не давали, поэтому тритон я знаю хуже всего. Нет, я все вспомнила, это на уровне консерваторского разговора. Был такой полух с мешком, конечно, потому что студент уже первокурсник, дирижер хоровик, и пели-то мы ни много ни мало Бартака, сложного. И вот тритон у него что-то такое не очень выходило, и они в Тевлинском хоре еще какие-то вот такие колючки пели такие, и вот про тритон речь шла. И совершенно неожиданно он выплыл. А знаете, говорит, почему я тритон, видимо, пою плохо? Там, я говорю, ну хорошо, на большую септиму-то вроде бы труднее петь. Он говорит, нет, большую септиму на нас в школе музыкальной, на нее песня какая-то была на тритон. То есть он вернулся к самому начальному воспоминанию, которое было на тритон, песни не давали. Так вот, пожалуйста, придумайте сами любую мелодию. Особенно, конечно, когда мы обрисовываем какую-то любую инструктивную песенку, упражнение. Я к тому, что это тоже, конечно, будет работать, естественно. Только будет работать по-разному. Значит, с одной стороны, у вас это упражнение, когда вы закачиваете буквально правое полушарие,
и работаете. Вот сейчас мы пока все делали, мы немножко вообще в транс все впали, потому что мы чуть ли не море здесь, вообще говоря, присутствовало, можно было бриз почувствовать. И это, конечно, творческое состояние, безусловно. Вот. А можно переключиться и сделать другой тип работы, и то, и другое надо делать. Это просто пение аналитическое, когда вы этот же самый аккорд поете по голосам, определяете, как обычно. Это не значит, что мы выключаемся из этого процесса, занимаемся только этим, никоим образом. Естественно, идет и то, и другое. Только первое делают все и всегда, а второе не всегда, потому что дальше фраза, я уже сказала, слушай по краске, дело не получается. Вот это самое слушай по краске, оно на самом деле здесь и есть, только более детализировано. Что можно делать, и практически это эффективно всегда. И побочный эффект, как вы понимаете, даже не в том, что он опознает аккорд, что он тоже сделает, естественно, а то, что ему будет еще этот процесс что? Личностно приятен. Конечно, это совершенно другое сольфеджио получается. Это не надо будет никого загонять вам на это несчастное сольфеджио, чтобы какие-то интервалы ненужные. Вот говорит она, вот зачем сольфеджио, вот это вот, особенно в музыкальной школе, они там не собираются быть музыкантами, зачем, вот пускай они без сольфеджио обойдутся, вот там специальностью пусть занимаются, а это никому не нужно. Но вопрос в том, как мы это преподаем. Если мы преподаем это как вещь, которая им не нужна, они этого не понимают еще, они же не могут понимать, что это им нужно для того, и не обязаны, и не должны. А это будет на любом уровне нужно, потому что у них отношение к звуку изменится. Это же самое можно сделать на специальности, когда вы просто снимаете те же самые субмодальности с произведения. То есть это универсальная вещь, которая будет работать. Ее, конечно, надо адаптировать в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Что-то будет более явно, что-то будет менее явно, безусловно. Так же, как вопросы времени могут встать даже здесь. Какое время? Хотя движения никакого нет. В нашем, опять же, проекционном представлении скорее какое время? Скорее прошедшее, то есть думая о том, что было, но не самые веселые. Но если такое будущее, давайте будем оптимистами. Да, как-то не хочется. Вот. А это скорее настоящее, ну или светлое будущее, как говорят. Вот. А потому что, опять же, здесь очень много рефлексивной музыки в том же XIX веке. Это и Лист, и Чайковский, и так далее. И это есть на слуху. Вот. То есть вот такая структура, она, конечно, получается полезна не только для сольфеджио, как мы видим, но и для других предметов тоже. И это и есть как бы интердисциплинарные связи, если говорить умным языком. Вот. Теперь, что я еще хочу сказать. Конечно, к вопросам вот, 3 систем восприятия нужно добавить, что мы все с вами по-разному совершенно на это реагируем. Это тоже надо иметь в виду. Потому что ну, для кого-то, да, вы можете столкнуться, в принципе, редко, но с такой ситуации, когда вы говорите так, ну вот там картинка, вот вы выводите на картинку, там какой там, какая форма там растет, вот то, что мы сами сделали. А ученик говорит, я вообще никакой картинки не вижу. В том смысле, что я видеть не хочу. Ему трудно, не знать, что он ее не видит. Есть незначительное количество людей, но они действительно картинку не очень видят. Или наоборот, они все видят в картинках, это другая ситуация. И не очень здорово чувствуют. Например, трудно почувствовать там, запах или вкус. Опять же, ни хуже, ни лучше это. И это тоже ученики должны также знать. И вообще как бы весь пафос моего разговора, в общем-то, в том, что ученики вместе с вами должны знать, что они делают. Тогда они будут это делать, по крайней мере, нормально, без стрессов. В смысле, ой, он там картинка вот видит, а я не вижу. Да? То есть, конечно, ему надо тоже отчасти объяснить, но не в лекционной форме, естественно, что вот там бывает то, бывает все, но дать понять, что, в общем-то, все по-разному устроены. А все действительно по-разному устроены, то есть есть как бы люди визуально ориентированные, отчасти по природе, отчасти по воспитанию. И есть люди кинестетически или аудиально ориентированные. Аудиалы, так называемые, визуалы и кинестетики. Не в чистом виде, конечно, нет таких чистых аудиалов, это все в большой степени метафора, конечно, но все-таки. Это связано и с типом лица, с типом конституциональным вот, по типу человека, ну и с воспитанием, я имею в виду, скажем, наша школа, она очень сильно делает акцент на визуальном. Мы все пишем, мы все считываем с доски, мы берем с учебника. У нас устной традиции обучения в европейских школах практически нету.
в отличие там, от Индии какой-нибудь еще. То есть, конечно, и система обучения тоже здесь на это влияет. Поэтому, когда вы работаете с учеником, это тоже надо учитывать. Не говоря о том, что хорошо было бы вам еще и видеть. Если будет у меня время, я вам немножечко откомментирую, как можно все-таки различить психотипы. Потому что чисто внешне, потому как человек говорит, как он выглядит, можно сказать, его приоритетах, конечно, приоритетах, потому как он смотрит. То есть, если вы видите, что вы имеете дело, скажем, с визуалом, то в вашем языке должны быть речевые предикаты визуальные, чтобы до него дошло. То есть логически до него дойдет, а вот сигнал в мозг, как я уже сказала, не попадет точно. И визуалы будут изъясняться. Тоже я видел, мне показалось, представьте себе, это чисто визуальные слова. А кинестетик скажет, я ухватил вашу идею. Понимаете, да? Он ухватил вашу идею. Или визуал скажет, мне эта идея представляется уже абсолютно точно зримой. Он фактически выдает свои предпочтения. Он уже видит вашу идею, а кто-то ее чувствует. Поэтому вы должны давать соответствующие комментарии не только с точки зрения каких-то индивидуальных черт ученика. Вот то, что мы говорим, индивидуальный подход. Ну а как его делать, этот индивидуальный подход? Что, одному двойки стать, другому пятерку заодно? Не об этом речь, конечно, да? Опять же, благое пожелание в методике ни на чем не основано. То есть под это нужно просто несколько стратегий. Действительно, индивидуальное обучение, индивидуальный подход будет связан в первую очередь вот с этими предпочтениями, а во вторую с метапрограммами, о которых я уже сказала, но сейчас я не коснусь, потому что перебор будет. Просто обратите на это внимание. А для тех, кто картинку видит не очень здорово, чуть-чуть надо просто представить развитие. Это не значит, что они не могут это сделать. Ну, в 2-3 примерах. Это вы в своих учениках сразу обратите. Кто-то, у кого-то быстро. Даже на себе представьте себе. Вот у кого картинка легко вот сейчас, когда мы визуальные проходили? Кому было легко? Именно с картинкой. Да. А для кого, например, был вкус или запах проще, скажем так? Были такие, да? Ну, сделаем скидку на то, что вы вообще это первый раз делаете. Это вообще не совсем привычное дело. И, конечно, для учеников тоже это не будет привычным, но они очень быстро адаптируются на самом деле. 2-3 урока, и они это будут делать, как будто они всю жизнь это делали. И студенты, и школьники. Потому что тут самое главное опираться на вещи, которые для них привычные. И убрать барьер того, что они скажут какую-то ерунду. Особенно в метафорах. Метафора как раз всегда будет давать глубинную структуру. Метафора может быть какая-то... Давайте так сделаем сейчас. Я вам дам один аккорд, и мы сейчас не будем, как я вам сказала, мы сейчас что сделали? Мы вот кусочки и дошли до целостности, да, вот до метафоры, там, спокойствия, комфорт. А сейчас возьмем только метафоры. И посмотрим, какова глубинная структура метафоры, которые... Потому что кто-то будет думать именно так, ему будет это неудобно. Ну вот, опять же, вернемся к этому, тому, что уже сегодня было. Только метафора. Любая. Причем вот здесь, пожалуйста, будьте спонтанны. Громче только. Сжатость, тревога еще. Это может быть конкретная метафора какая-то больше. Безысходность, напряженная скорость. Да, это характеристики сейчас. А если метафора, я имею в виду процесс или что-то, так сказать, такое, как бы если бы это было что-то другое? Приятная весть. Так, еще. А если бы, давайте сделаем так, переведите это в визуальную метафору. Значит, тут еще вот такой момент, который очень важен. Я о нем не сказала ясно, а надо. Вот мы говорили о языке, о глубинной структуре и вот о том, как, скажем, вот вы будете работать с учениками. Самое главное здесь показать, что есть сенсорные слова и несенсорные. То есть слова, которые, в общем, нельзя не почувствовать, не запах ничего найти, то есть логические выражения. И чем больший процент несенсорных слов в учебнике, например, в любом, в школьном, каком угодно, тем, конечно, туже читается.
Чем более несенсорный учебник, тем невозможно переварить, потому что на каждую фразу надо делать сенсорный фактически эквивалент, иначе мы ничего не понимаем. Ну, представляете, все читали такие учебники и пытались несколько раз одну страницу пройти. Вот, иногда дальше 2,5 страниц просто дело не идет. В некоторых науках это необходимо, просто в точных науках там какие-то. И то, вы знаете, в принципе, вот в талантливых статьях, инженерных еще, у них очень много метафор. Они делают, конечно, научное описание, но дают метафоры. А в нашем случае, конечно, нужно просто все время опираться на сенсорный язык. Очень часто наши студенты и школьники, может быть, в меньшей степени, но студенты, они как-то считают, что вот умнее выражаться, это вот так-то. Да, они вам такое скажут. Что-то очень несенсорное и что-то очень непонятное. И вот это нужно уходить, то есть надо их как бы опускать немножко на детский уровень, чтобы это было яснее, что это был бы конкретный образ. Потому что они часто говорят, что это там, я не знаю, это... такое слово, как духовность, например, но абсолютно несенсорное. Хотя мы каждый понимаем, что такое духовность. Давайте маленький эксперимент, чтобы мы оказались на своем месте. Что такое духовный человек? Ну, только вот без этих вещей, а чисто сенсорно. Так, как он выглядит? Только честно. Глубинная структура. Как он выглядит? Духовный человек – это человек, который с самого утра настраивает себя на добрые мысли. Да, это рассказ. Вот я хочу сейчас, чтобы мы это разделили. Это провоцирующий, естественно, вопрос. Значит, я не хочу сейчас рассказа, как это вообще есть. Это понятно, мы это понимаем. Я сейчас хочу вашу картинку. У каждого есть картинка. Вот духовный человек. Обращает на себя внимание. Одухотворенный. Добрый вы не видите. Понимаете, я хочу сейчас... Длинные волосы, дедушка с бородой. Так, вот, пошло. Длинные волосы, так. Дедушка с бородой. Так, дедушки с бородой еще. Вот это глубинная структура. Портрет Леонардо да Винчи. Очки, еще. Мягкий выразительный. Так, телосложение. Худощавый, сейчас эстетичный еще. Ассоциация с одеждой. Цвет кожи. С одеждой священника. Бледный еще. Очень выразительные умные глаза. Выразительные умные глаза еще, прорисованные. Не спадающие одежды еще. Тонкие образы. Тонкие пальцы, так, еще. Высокие ноги. Так, еще. Будьте откровенны, пожалуйста, иначе мы не получим. Чего? Грязные ботинки. Так, вот это уже ближе к делу пошло. Друзья мои, давайте, о чем я говорю. Я говорю о вещи, которые, значит, очень важны в смысле. Мы, во-первых, всегда, вот, и ваши ученики начнут с чего? Интересно, с чего начнут ваши студенты, когда мы будем про диктант говорить. Мне, скорее всего, все правильно скажут, так положено. Но, тем не менее, у нас есть и до грязных ботинок можно дойти, и до бытовых каких-то моментов. Понимаете, у нас, тем не менее, есть ведь, и также глубинную структуру русской интеллигенции. Да там что с материальным обеспечением-то, кстати говоря? Ну и так далее. Понимаете, эта картинка, на самом деле, в принципе, это искаженная картинка. Потому что правильно-то вот вы сказали, это с точки зрения философского подхода, да? Но это абсолютно не наша визуальная картинка. Это картинка вот в большой степени из фильмов, из портретов, с икон, с чего угодно. Вот это собирается все, конечно. То есть, и к чему я это говорю? Что наш несенсорный ряд, он нам ничего не даст. А вот это реальная наша картинка. Хороша она или плоха? Вот когда вы подумаете, стоит... Вот эта картинка есть у всех, извините, детей, как и у вас. И от того, что вы несенсорно будете объяснять, как хорошо быть духовным человеком, они все время эту картинку подсознательно все равно держат. А вот дальше разговор на этом уровне бесполезен, потому что, знаете, это перевешивает. Вот в чем дело. И это очень серьезно, потому что красивые слова говорить здорово, но они должны быть с вот этими вещами подкреплены. Вот в чем дело. Если это возникает такой разрыв, как возникает даже у нас, а у них еще в большей степени, ничего не получится. Вот и все. Тут это то, что связано с представлением имиджологии. Она этим занимается тоже, потому что это связка.
Ну, чуть это шаг в сторону. То есть это вещи, которые глубинным образом работают. Не понимая этого, мы не получим никакого воздействия. Если мы просто будем говорить правильные вещи. Точно невозможно говорить, что правильные вещи, что музыка 20 века, там много шедевров, много музыки. Но они послушают, скажут, да, ну хорошо, но Рахманинов все равно как-то лучше. Потому что у них все равно остается сенсорный образ вот такой примерно. Или другой. Поэтому будьте очень внимательны к тому, что обратная связь была бы сенсорная. А у них очень часто идут какие-то концептуальные метафоры. Они могут быть, но они даже не понимают, что они сами их должны закрупнять. Так все-таки визуальная метафора еще какая? Визуальная. Это очень обширное понятие, детально. Вот вы сказали картины катастроф, но вы же уже что-то при этом имеете в виду. Катастрофа – это что первое, что бросается в глаза? Вот на это нужно выйти, вот я все время цепляюсь. Катастрофа – это что-то поломанное, что-то такое. Что это? По крайней мере, это зигзаг точно. Так, искореженные, так, это линия. Разбросанные, так сказать, это определенный ритм, как бы дизайн, если можно так здесь сказать. Еще что-то. Вот мы на этот уровень выходим. Что еще? Да, искореженное какое-то, искривленное пространство какое-то, да, верно, еще что? А? Да, то есть, а что такое язык пламени тогда, опять же? Это что, это блики, это мерцание, что это? Как это визуально, опять же, не с точки зрения вообще подходит? То есть вы должны этому научиться, понимаете? И тогда вы получите действительно метафору, иначе вы будете себя обманывать. Иначе вы там расскажете просто про какую-нибудь вот вселенская катастрофа, но это не сенсорная. Там много чего может быть сенсорного, понимаете, да, разница? То есть этому надо немножко научить, потому что мы очень увязли в умных выражениях, ну безумно, понимаете? Ну методика не работает в умных выражениях, ну так это устроено. И ничто не работает, а? Понимаете, пусть это будет какой-то кадр из фильма, потому что это будет для него, например, или же вот смотрите, аккорд, ну почти так, 90% связывают это с киномузыкой. Причем с какой киномузыкой? Производство, ну франко-итальянская какая-то такая, а? Франция, да, причем сюжетика там уже примерно известная, и городской пейзаж, там и дождичек, и треугольник, все что угодно, потому что там тоже есть эта глубинная структура. Ну и пусть связывают себя, если у них есть такая связка. Если никогда не смотрели это и не хотят такую связку делать, пускай, естественно, они делать ее не будут. Почему это момент индивидуальный? Но это будет конкретно. На самом деле это абсолютно то же самое, что в лесу родилась елочка по механизму. Другое дело, что та же елочка уйдет на другой ступени. Это первичное создание эталона. Вот о чем, собственно, речь. Так, значит, вопросы по этой части. С учетом того, что мы только начали вот эту работу, мы в практике посмотрим, как это еще и с детьми вашими будет. Вы теперь будете уже такие образованные по этой части. Что непонятно? Что нужно уточнить еще? Вот сейчас поглядите внимательно. У кого есть идеи свежие по этому поводу, которые срочно надо обсудить именно сейчас? Давайте. Вы еще говорили насчет Да. метапрограммы. Да. Метапрограммы я помню и точно так же понимаю, что если я сейчас в метапрограмме загружу, будет совсем весело. Вот, естественно, я скажу, метапрограмма – это второе, что связано с индивидуальным подходом. И в одной из лекций я найду время это вам немножко показать. Что определить? Ага, как определить по глазам-то? Хорошо. Хорошо, значит, но это не сейчас отдельно, я это учту. Вот потому что я сейчас уже сказала, вот давайте, чтобы… Во-первых, понятно ли все? Всем ли удобно вот то, что мы сейчас вот делали, всем ли это было легко с точки зрения представлений, переключений, там вот это, насколько это было вам? Кому неудобно было, кому трудно представить себе было, скажем, это мне просто интересно. Точно, не играют и все. Они играют, значит, не играют. Конечно, есть какие-то неспецифичные, да.
Да, причем эти вещи будут иногда по-разному, и когда вот вы работаете с аккордами, вы дома, во-первых, ваши ребята могут это еще раз посмотреть и отметить, что для них важнее всего. Для одного это будет цвет, а для другого это будет форма. Для визуала это, скорее всего, будет картинка, для кинестетика это, наверное, будет, может быть, мышечное ощущение. То есть не надо навязывать приоритетно мышечное ощущение визуалу и обратно, о чем я, собственно, и говорила. Это тоже учитывайте. И вообще подход здесь должен быть максимально бережным, потому что это очень такая хрупкая, индивидуальная, в общем, структура. Хотя, конечно, как вы видите, она все равно воедино сводится. Но никоим образом здесь вообще никакой директивы быть не может. Это тогда просто загубить все сразу. Вот. И, с другой стороны, это интересно, потому что вы вместе с ними исследуете, как это происходит. Для вас будет интересно. Еще, есть ли какие-то непонятности там терминологические или еще что-то такое? Вот в этот момент давайте сейчас. Все понятно, да? Ну хорошо, тогда, значит, приятного вам аппетита, и мы после обеда 2 часа с вами встречаемся. И впредь тоже 2 часа.